Добрый вечер. В эфире программа «Вести Брянск», в студии Дмитрий Горный и коротко о главном. Откровенный разговор. Сегодня те вопросы, которые поднимались по дорогам, они, я считаю, нашли свое решение. Сегодня заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков провел в Брянске личный прием граждан. Заслон санкционным продуктам. Санкционные товары выявляются в соответствии с указом. С ним происходит то, что происходит. Сегодня в Брянске на выездной коллегии Центрального таможенного управления говорили о том, как не допустить санкционную продукцию на прилавке магазинов. Фестиваль боевых искусств. Традиционный праздник спорта собрал в Брянском цирке сотни спортсменов, представляющих различные федерации единоборств. Сегодня заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков провел личный прием граждан в общественной приемной главы государства Брянской области. Всего в этот раз поступило 5 обращений. Большинство вопросов традиционные. Они касаются дорожной отрасли и коммунальных проблем. Так, представитель инициативной группы Садового общества «Связист» попросил, чтобы 110-й автобусный маршрут в Брянске был продлен таким образом, чтобы дачники могли доезжать непосредственно до своих участков. Житель Брянского района рассказал Мурату Зязикову о необходимости завершить ремонт одной из автодорог, расположенных в этом муниципальном образовании. А молодая мама посетовала, что в их дворе нет ограждения на детской площадке. По заявлению заместителя полпреда президента, все обращения взяты под его личный контроль. Сегодня те вопросы, которые поднимались по дорогам, они, я считаю, нашли свое решение. То есть практически мы определили с должностными лицами администрации Брянской области источник финансирования, сроки исполнения, ну и сам механизм. Ну и вот я обратил внимание, что всегда бывает приятно, когда, конечно, право любого человека ставить и свои личные вопросы, но очень много сегодня общественных вопросов. В социальную сферу Брянской области будет дополнительно направлено 96 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, заключенному между открытым акционерным обществом АК «Транснефть» и правительством Брянской области. Документ, подписанный участниками встречи, во многом называют историческим. Акционерное общество «Транснефть» и ее дочернее предприятие «Транснефть Дружба» хорошо известны в нашем регионе. Они реализовывают масштабные социальные проекты, давно оказывают адресную помощь детским домам, больницам, учреждениям культуры. С подписанием соглашения сотрудничество с Брянской областью выходит на постоянную основу. Со стороны руководства региона на встречу прибыли губернатор Александр Богомаз, председатель Брянской областной думы Владимир Попков, заместитель губернатора Михаил Кобозев. «Транснефть» представляли генеральный директор компании «Транснефть Дружба» Олег Богомолов и ее главный инженер Дмитрий Бузлаев. Перед подписанием соглашения гостей познакомили с работой нефтепроводчиков. Руководители области побывали в центральной диспетчерской, где контролируют нефтяные потоки от Самары до границы России и Белоруссии. Перекачка задействована 37 магистральных насосных станций, 4 резервуарных парка. Суммарный вместимость больше 1 700 000 кубических метров. Молодые специалисты предприятия провели для высоких гостей экскурсию в музей, в котором собраны раритетные экспонаты времен строительства нефтепровода, а также работает интерактивная экспозиция. После чего и состоялась торжественная церемония подписания соглашения. Вот это событие, оно действительно сегодня историческое, происходит на Брянской земле. Вот то, что мы сейчас подпишем соглашение о сотрудничестве, я считаю, что это будет вехой, новой вехой, значительной вехой в сотрудничестве между Брянской областью и компанией «Транснефть». В свою очередь, глава региона Александр Богомаз оценил вклад компании «Транснефть» в развитие нашей области. Успехов, ну и дальнейшего расширения, укрепления
для того, чтобы, если будут ваши успехи, то, конечно же, будут и успехи Брянской области. По соглашению между Транснефтью и правительством области учреждения медицины, образования и культуры в Брянске, Унечском, Карачевском, Новозыбковском районах получат средства на реконструкцию, капитальный ремонт, а также новое оборудование. Размер помощи – 96 миллионов рублей. В свою очередь, Брянщина поможет нефтепроводчикам в реализации инвестиционных проектов, обеспечении безопасности магистральных нефтепроводов. Дмитрий Горный, Сергей Севастьянов, Вести Брянск. Сегодня брянские активисты Общероссийского народного фронта присоединились к проходящей в стране добровольческой акции «Весенняя неделя добра» и сдали свою кровь. Они призвали последовать их примеру у членов общественной организации в районах области. В эти дни на Брянской станции переливания крови многолюдно. В Национальный день донора, который отмечался 20 апреля, мобильные комплексы забора крови весь день работали в центре Брянска на площади Ленина. В ходе этой акции донорами стали 210 человек, а уже сегодня внести свой вклад в банк крови решили и активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. 1,5 десятка человек стали участниками благотворительной акции. Вырученные деньги будут направлены на лечение больных детей. Активисты не впервые сдают уже кровь. Это происходит в рамках недели добра. Все собранные средства будут перечислены детям, больным ДЦП. Сегодня в Брянске стартовал новый молодежный проект «Краеведческая игра «Наследники Пересвета». Инициаторами ее проведения выступили молодые депутаты Брянской областной думы. 17 команд студентов высших и средних учебных заведений города прошлись по маршрутам, пролегавшим по историческим местам областного центра. За ходом игры наблюдала Татьяна Козлова. Перед стартом напутственные слова и пожелания командам победы от организаторов молодежного проекта «Наследники Пересвета». Данное мероприятие я считаю особо важным, потому что мы должны приобщать свою молодежь к истории своего родного края. У человека, который помнит свое прошлое, есть хорошее будущее. Для начала теоретическая разминка, тесты на знание истории Брянска. Затем выход на маршруты. 20 памятных мест нужно найти за 1,5 часа. В качестве подсказки только снимки города, сделанные еще в начале прошлого столетия. Участники должны догадаться, как выглядит это место сейчас, и сфотографироваться всей командой на его фоне. Такая головоломка ребят по-настоящему увлекла. Здания, сохранившие свой исторический облик до наших дней, находили быстро. Споры возникали, когда требовалось определить памятное место, которое за эти годы претерпело значительные изменения. Но это обстоятельство только подогревало азарт и интерес студентов. Мы узнаем город как бы с новой точки зрения. Мы возвращаемся немножко в древность, в историю. Но это нам дает, прежде всего, не забывать, что он был таким, что и здесь имеются такие места, имеются такие знаменитые люди. И нам нужно помнить об этом. Финишировала игра у памятника Пересвету. Подведя итоги, судейская бригада определила, что лучше всего справились с заданиями студенты Брянского филиала Российской академии госслужбы. Им достался главный приз – картина «Победа Пересвета». Такие краеведческие игры пройдут во всех районах области. Татьяна Козлова, Дарья Нефедова, Вести Брянск. Как не дать санкционной продукции попасть на российские прилавки? Этот вопрос и не только обсуждали сегодня в правительстве области на выездной коллегии Центрального таможенного управления. Подробности у Игоря Давидовича. К представителям бизнеса уже пришло понимание того, что с санкционной продукцией лучше не шутить. Если на первом этапе нарушения имели массовый характер, то сегодня стали единичными. Чтобы поставить недобросовестных предпринимателей на место, пришлось сплотиться многим надзорным органам. Но не только им. Немаловажную роль здесь играет посттаможенный контроль. Представители таможни тоже имеют право прийти на рынок и проверить документы на товар. Санкционные товары выявляются в соответствии с указом. С ним происходит то, что происходит. На территории Брянской области поступают партии, но совершенно в незначительных объемах, и процесс постепенно сходит на нет. Участники ЛЭД поняли, что очень серьезные меры предпринимаются со стороны таможенников. В том, что и в Брянской области ситуация в этом смысле благополучная. Важную роль играет взаимодействие региональной власти и бизнеса, отметили представители Федеральной таможенной службы. Руководители нашего региона давно агитируют не только покупать, но и продавать свое. Те продукты, которые сегодня производит Брянская область, это и зерно, это и мясо уже. Мы начинаем не только производить для себя, чтобы покупали наши производители, но и
экспортировать. На выездной коллегии, впрочем, не ограничились обсуждением лишь одной темы. Большой блок вопросов был посвящен тому, как таможня должна откликаться на меры прокурорского реагирования и устранять выявленные недочеты в работе. Учитывая, что коллегия проходит в нашей области, отдельно остановились на работе брянской таможни. Это приграничная таможня, особые задачи здесь. По выполнению контрольных показателей она занимает лидирующую позицию. Коллектив очень хороший, сплоченный. Именно эти показатели стали основной причиной, по которой Брянск выбрали местом проведения коллегии. Вероятно, не в последний раз. Игорь Давидович, Сергей Севастьянов, Вести Брянск. В апреле в первом чтении Госдума приняла закон об ограничении деятельности коллекторов в России. ЛДПР голосовала против. Позиция этой партии – полный запрет на деятельность коллекторских служб и агентств. Подробности в нашем следующем материале. Методы, которые коллекторы применяют для взыскания долгов, незаконны и даже преступны, считает ЛДПР. Вопиющие факты в российских регионах, когда из-за долга в несколько тысяч рублей люди рискуют лишиться жизни и здоровья, вновь и вновь дают основания требовать запретить деятельность коллекторских служб и агентств в России. Только полный запрет на деятельность коллекторов, вот как бы символически это вот им надеть наручники надо, чтобы они прекратили травмировать наших граждан, звонить, приходить и не могли бы никого ударить. Это вот символ того, что они занимаются преступной деятельностью. В российском законодательстве уже давно проработаны механизмы взыскания долгов. В кодексах Российской Федерации достаточно законов и статей, регламентирующих этот процесс. ЛДПР считает, что проблемы эти должны решаться только в суде. Нас, депутатов, всегда в суд посылают. Вот недовольны, не согласны в суд. Мы то же самое можем сказать банкирам. Недовольны, не согласны в суд. Судебное решение, судебный пристав, и он найдет способ. Принимать соответствующий закон, считают в ЛДПР, нужно было еще осенью прошлого года. Тогда бы не было таких печальных последствий, как обожженный ребенок в Ульяновске и семья в Новосибирске. Однако, убедившись, что принятый в первом чтении законопроект не запрещает деятельность коллекторов, а вопреки здравому смыслу легализует ее, ЛДПР проголосовала против. На брянской границе сотрудниками службы безопасности задержана крупная партия наркотиков. Гражданин России, участник трансграничной организованной преступной группы, попытался провести через международный автомобильный пункт пропуска троебортное более 5 килограммов марихуаны. Наркотик он прятал в тайнике, им послужил бензобак машины, куда уместились более 20 запаянных полимерных бутылок. Этот канал поставки отслеживался оперативными сотрудниками ФСБ. И наркокурьер, сам употребляющий зелье, был задержан с поличным при очередной поставке. Сейчас следствие устанавливает остальных участников наркотрафика. Возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания, который грозит подозреваемому 20 лет лишения свободы. Сотрудниками Управления уголовного розыска регионального управления МВД России перекрыт канал поступления оружия на территорию Брянской области. Преступная группа была задержана на территории Трубчевского района, где она занималась незаконным сбытом оружия и боеприпасов. Взяты под стражу 2 местных жителей и гражданка Украины. У них изъяты гранаты и более 100 патронов различного калибра. По данному факту возбуждено уголовное дело. Брянская школа искусств номер 5 отметила полувековой юбилей. На празднике побывала Светлана Кондратьева. Школа искусств номер 5 – это и оркестр народных инструментов, и детский хор, и ансамбль «Лукошка». Все эти музыкальные коллективы вполне профессиональны. Благодаря многочисленным музыкальным конкурсам их знают не только в Брянске, но и по всей стране и даже за ее пределами. Мы были и в Москве, мы были и в Орленке, в лагере по Туапсе. Мы здесь играли, в Брянске. Областные, городские конкурсы. 50 лет назад здесь обучалось всего 130 ребят. Сегодня, несмотря на более чем скромное по своим размерам помещение, в этом учебном заведении успешно занимаются музыкой почти 400 учеников. И не только из Фокинского района, где расположена школа, о местных учителях высочайшего уровня, 2 из которых удостоены звания «Лучший преподаватель школы искусств России», знает весь Брянск. И результат работы учителей не только победы воспитанников на конкурсах, но и взаимные, теплые, человеческие отношения. Я работаю в очень тесном контакте с ребенком, то есть я его просто как родная мать знаю от и до.
все его способности, все его недостатки, все его удачи, все мы переживаем все вместе, готовимся к конкурсам, концертам, то есть живем вместе. Для меня учителя это уже как родные мамы, я могу даже у них совета спросить, то есть они могут мне подсказать. Преподаватели школы искусств номер 5 говорят, их воспитанники самые благодарные ученики. Они не знают ни улицы, они мало не увлекаются компьютерами, потому что им некогда. Дети заняты творчеством, поэтому, мне кажется, это вообще лучшие дети. Поздравить школу с полувековым юбилеем приехали ее выпускники, и уже состоявшиеся музыканты, и сегодняшние студенты престижных музыкальных вузов страны. А еще представители школы искусств из братского Гомеля. Этому учебному заведению на днях тоже исполняется 50 лет. Помимо теплых слов и сувениров, белорусы подарили Брянску выступление дуэта цимбалистов «Парафраз». Светлана Кондратьева, Александр Власов, Вести, Брянск. В Брянском цирке прошел ежегодный фестиваль боевых искусств. Его участниками стали сотни спортсменов, представляющие различные брянские федерации единоборств. Этот фестиваль боевых искусств стал уже 9-м в истории брянского спорта. Открыл соревнования глава региона Александр Богомаз. Также почетными гостями турнира стали председатель Брянской областной думы Владимир Попков и главный федеральный инспектор Брянской области Леонид Соломатин. По традиции, перед началом программы зрители поприветствовали самых успешных в этом сезоне брянских борцов. Елена Горовая получила удостоверение заслуженного мастера спорта России по рукопашному бою, а каратист Максим Войтов стал мастером спорта. Кстати, представители Киокусинкай карате собрали для своего выступления внушительную команду. Вместе с брянскими спортсменами выступили Сергей Пономарев из Москвы. Не отставал от него и набирающий популярность певец Витольд Петровский. Фишка выступления Киокусинкай карате всегда была в большей степени это разбивание твердых предметов. Тамашивари, создатель стиля Киокусинкай, Масутацу Саяма, сказал, что если в карате нет практики разбивания твердых предметов, то это похоже, это действие похоже на дерево, которое плодов не приносит. Удивить зрителей старались и другие спортсмены. Так, ребята из Трубчевского клуба «Пересвет», увлекающиеся воркаутом, гимнастикой на турнике и брусьях, пригласили в свою команду девчонок. Я выступаю первый раз сегодня, поэтому до этого они очень часто ездят без меня, ребята выступают. Ты волнуешься? Да. Как выяснилось, волновалась Любовь Рачинская зря. Программа трубчевских гимнастов получила свою порцию зрительских оваций. Пожалуй, одним из самых звездных стало выступление брянских самбистов. В нем участвовали 4-кратный чемпион мира Артем Осипенко, мастера международного класса Виктор Осипенко, Дмитрий Минаков. Компанию им составили и другие известные брянские самбисты. А вообще, сменяя друг друга, в этот вечер на арену цирка вышли представители 19 видов единоборств. От восточных ушу и кабудо до бокса и рукопашного боя. Дмитрий Горный, Сергей Анишкин, Вести, Брянск. Наши следующие выпуски в 21 и 23 часа на канале «Россия-24». В любое время следить за новостями вы можете на нашем сайте и на странице ГТРК Брянск в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь, а впереди вас ждет прогноз погоды.